Как минимум двухнедельное отставание от первоначального графика признал подрядчик, который возводит новый детский сад в сыктывкарском местечке Коч-Панчит. Уже традиционная выездная комиссия побывала на объекте по инициативе «Единой России». Партийцы напомнили строителям обо всех последствиях, если вдруг объект не будет сдан в срок. Виктория Палкина продолжит. Пришел, увидел, оценил. Удовлетворительно. И то авансом. Руководитель Минстроя региона указывает подрядчику на явные недоработки. Минусовые температуры все ближе, а объект до сих пор не подключен к теплу. Внимание ревизоров приковано и к тем работам, которые уже завершены. Проверить работоспособность кровли, качество этой выполненной работы, закрыть все проемы для того, чтобы обеспечить в холодный период времени выполнение работ по внутренней отделке помещения, по организации работы по системе отопления, по инженерным сетям. Первым делом подрядчик собирается установить двери и окна, а после начать работы по внешнему утеплению здания. Внутренняя отделка стартовала, но для масштабных работ требуется подключение к теплу. Это вопрос 2 недель, заверили строители. Строители, хотя и отстают от графика, они понимают, что под таким жестким контролем им нужно нагонять. Резерв для этого, раз они уже взялись за дело, они смогут создать, увеличить или количество работников, или сделать работы, вести работы в 2 смены. Это уже их забота. Наша задача, чтобы мы как можно быстрее получили объект для города, для наших детишек. Срок сдачи объекта – конец декабря. По факту у подрядчика остается 3 месяца. И сегодня больше всего беспокойств у ревизоров вызывает ситуация с благоустройством территории. Без детских площадок и тротуаров надзорные органы просто не примут объект. Подрядчик заверяет, все силы брошены именно на уличные работы. Права на ошибку нет, напоминают партийцы строителям. Ведь впереди еще процедура получения всех разрешений. Разрешительные истории, они параллельные. То есть здесь идут нам навстречу все службы, которые выдают те или иные заключения, в том числе Роспотребнадзор по Республике Коми. Параллельно происходят замеры, параллельно идет осмотр, то есть все это можно сделать параллельно, и уже дальше мы переоформляем лицензию, либо получает детский сад новую лицензию. Получение всех заключений, процедура очень быстрая, если все в норме. Детский сад на 270 мест. Это первый социальный объект в этом столичном микрорайоне. Возводят его в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость 300 миллионов рублей. Родители местных дошколят ждут детский сад уже больше 10 лет. Прежде всего удобство, потому что здесь построено достаточно много домов вокруг. Это шаговая доступность. И более того, это не просто детский сад, это уже современный детский сад с бассейном. Через 2 недели ревизоры вернутся на объект и проверят, насколько подрядчику удастся выполнить все свои обещания. В свою очередь строители заверяют, проблем быть не должно. Поставки материалов идут стабильно, все технические подключения согласованы. Виктория Палкина, Павел Ленмин, телеканал Юрган.